Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь методистом Центра психолого-педагогического сопровождения специального и инклюзивного образования интернатных учреждений Коми Республиканского института развития образования. И сегодня институт совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом проводит вебинар по профилактике ВИЧ-инфекции. Поскольку профилактические мероприятия являются крайне важной мерой для снижения риска распространения данного вируса, несущего угрозу жизни, здоровью и благополучию населения. И сегодня у нас в гостях Михеева Елена Петровна, заведующий отделом клинической эпидемиологии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Но прежде чем я дам слово Елене Петровне, хотела бы вам напомнить, что по данной тематике мы уже провели целый ряд вебинаров, где мы рассматривали такие важные темы, как пути заражения ВИЧ-инфекции, способы профилактики, диагностика ВИЧ-инфекции, беременность и ВИЧ, правовая защита ВИЧ-инфицированных граждан. Данные вебинары размещены на сайте Коми Республиканского института развития образования во вкладке «Видеозал». Далее выбираем специальный раздел «Профилактика ВИЧ-инфекции», и там размещены все вебинары, которые уже были проведены нами. Кроме того, хочу еще раз напомнить, что институтом и Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом разработан онлайн-модуль «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах». Содержание данного модуля размещено на портале «Единая система электронного обучения» по адресу edu.rcomi.ru. Заходим на данный портал. В ходе выбираем образование граждан, далее открытые онлайн-курсы GoDevelop и выбираем профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах. Изучаем представленный материал, и по завершении изучения данного материала, успешно прошедшим тестирование, выдается сертификат установленного институтом образца. Далее Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями разработаны рекомендации для работодателей по профилактике ВИЧ-СПИДа. Данные рекомендации также размещены на сайте Коми Республиканского института развития образования во вкладке «Сопровождение системы образования». Далее выбираем специальное инклюзивное образование. Далее методические материалы, и там находим рекомендации работодателей по профилактике ВИЧ-СПИДа. Итак, Елена Петровна, я предоставляю вам слово. Пожалуйста. Хорошо. Всем добрый день. Ну, во-первых, хочу ознакомить с ситуацией по ВИЧ-инфекции. Сейчас мы находимся в двух пандемиях, то есть COVID, в том числе ВИЧ-инфекции. И в этом вебинаре хочется поговорить о мифах об антиретровирусной терапии. Ну, вначале, что такое ВИЧ-инфекция? Напоминаю, что это болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека. Это антропонозная, передающееся от человека к человеку инфекционное хроническое заболевание, характеризующее специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрешению до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита, или ее еще называют СПИД, сопровождающегося развитием оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразований. Возбудитель – это вирус иммунодефицита человека, относится к семейству ретровирусов, имеет округлую форму и сложную структуру. В настоящее время выделяют два типа вируса – ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Наиболее эпидемиологическое значение имеет ВИЧ-1, который на сегодня у нас циркулирует в нашей стране и в европейских странах.
ВИЧ-2 не так широко распространен и преимущественно находится в Западной Африке. Источник инфекции. Люди, инфицированные ВИЧ на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде. Пути и факторы передачи ВИЧ. Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости человека. Это кровь, компоненты крови, это сперма, это вагинально отделяемое и грудное молоко. Естественным путям передачи относятся контактные, которые реализуются преимущественно при половых контактах, как при гомо, так и гетеросексуальных, и при контакте слизистой или раневой поверхностью с кровью. К естественным путям передачи относятся также и вертикальный путь передачи. Это инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, в родах и при грудном вскармливании. К искусственным путям передачи относятся внутривенное введение наркотиков, использование шприцов, игл, другого инъекционного оборудования и материалов в процессе проведения инъекций при потреблении наркотических веществ. Также путям передачи относятся это, если в медицинских учреждениях проводят переливание крови и ее компонентов, пересадки органов и тканей, использование донорской спермы, использование загрязненного медицинского инструментария и изделий медицинского назначения, не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов. Но хочу сказать, что в Республике Коми случаев таких заражений в медицинских учреждениях не зарегистрированы на сегодняшний день. К путям также передачи ВИЧ-инфекции возможно нанесение татуировок. В Республике Коми также не зарегистрированы такие случаи. Вне тех салонов, где обрабатываются инструменты. Также при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием теоретический путь этот, конечно, есть, но практически у нас не зарегистрирован случай заболевания ВИЧ-инфекцией при проведении маникюра, педикюра в Республике Коми. При бритье общей бритвой тоже путь теоретический, потому что случаев таких не зарегистрировано. Что касается статистики, в сравнении с Российской Федерацией. Вот мы видим диаграмму нашу, и в предыдущих роликах мы ее показывали только с добавлением уже по 10 месяцев этого года. Пиковые годы у нас количество зарегистрированных ВИЧ-инфекций значительно было в 2001 году, в 2015 году, и сейчас идет снижение числа вновь выявленных ВИЧ-инфицированных как по России, так и в том числе в Республике Коми. Распространенность ВИЧ-инфекции в Республике Коми на конец 2020 года. И, в принципе, сейчас, в этом году, вот эта динамика также остается. Есть территории с высоким уровнем поражения. Это 4 муниципальных образования: Воркута, Ухта, Сыктывкар, Сыктывдинский район, помечены красным, и составляет это от общего числа населения в республике 57,4%. Есть территории просто с высоким уровнем, это 5 территорий: Вуктыльский район, Кнешпогосский район, Сосногорск, Интай и Усинск. Они показаны таким рыжим цветом. 10 территорий со средней распространенностью ВИЧ-инфекций. И одно муниципальное образование, Ударский район, относится к территориям с низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. Вот так выглядит у нас территории с учетом распространенности ВИЧ-инфекции. Что касается распространенности ВИЧ-инфекции в нашей стране. Наибольшее количество выявленных – это Уральский федеральный округ, за ним на втором месте это Сибирский федеральный округ, и мы находимся, Северо-Западный федеральный округ, наша республика относится к Северо-Западному федеральному округу, на 3-м месте по стране по числу выявленных ВИЧ-инфицированных. То есть, в общем-то, с высокой пораженностью, я сказала бы, наш федеральный округ, в том числе вот, по республике, я вам наиболее высокие пораженные территории показала. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекции по путям передачи за весь период регистрации по 10 месяцев этого года. Посмотрите, как менялась структура. То есть, если раньше на первом месте были
заражались чаще всего при потреблении наркотиков. В 2009 году произошла смена путей передачи, и на первое место вышел половой путь заражения ВИЧ-инфекцией. И сейчас он, как по стране, в нашей стране, начиная с 2017-2016 года, так и у нас в республике лидирует половой путь передачи, как гомо, так и гетеросексуальные контакты. Ну и вот есть небольшое число детей, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных матерей. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Коми по возрастам. Посмотрите, да, вот тоже хочу сказать, что основной возраст, 80%, составляет это возраст от 26 до 40, до 50 лет. То есть большая часть – это активный возраст, как трудоспособный, так и в плане деторождения, или мы называем медициной фертильный возраст, не молодой, а все-таки уже более зрелые возраста заражаются ВИЧ-инфекцией. О том, как это происходит, я говорила вам в предыдущих своих вебинарах. Значит, в большей степени, вот если по структуре тоже, в большей степени это мужчины, 62,5%, и в прошлом году было 66,5%. В этом году женщин увеличилось 37,5%, в прошлом году за аналогичный период было 33,5%. Если сравнивать с европейскими государствами, США, Европой, Африкой, у нас, конечно, разнятся пути передачи ВИЧ-инфекции. Посмотрите, вот в США на первом месте 81% зараженных это составляют гомосексуальные контакты. 75% в Европе ВИЧ-инфекцией заражаются гомосексуалисты, или мы говорим мужчина с мужчиной. В африканских странах уже мы говорим о том, что чаще заражаются люди при половом контакте или гетеросексуальном контакте. В том числе и вот у нас в нашей стране в большей степени заражаются ВИЧ-инфекцией при гетеросексуальном контакте. И ранее, вот я вам говорила статистику, когда потребляли наркотические вещества. То есть вот такая разница путей передачи в целом по континенту, по нашему земному шару. Пути, как не передать, то есть ВИЧ-инфекция не передается. Здесь очень показаны все виды и способы, каким образом не передается. Когда вы вместе питаетесь в столовой, плаваете в бассейне, принимаете душ, пользуетесь общим туалетом, общаетесь, пожимаете друг другу руки. Но сейчас из-за заболевания COVID руки пожимать нельзя. И, в общем-то, ВИЧ-инфекция менее контактная, менее заразная, если даже сравнивать с этим заболеванием, которое сейчас, мы говорим, новая коронавирусная инфекция. ВИЧ не передается при укусе насекомых. И хочу сказать, что вот если по статистике, вот я вам показала столбиковые диаграммы, то новая коронавирусная инфекция способствовало тому, что количество ВИЧ-инфицированных в этом году значительно снизилось в сравнении даже с предыдущим годом и предыдущими годами. С чем это связано? С тем, что все-таки люди более разобщены, меньше контактов, в том числе и меньше потребляют наркотики, меньше половых контактов. И вот это приводит к тому, что количество ВИЧ-инфицированных у нас снижается. То есть вот мы живем в двух пандемиях, и вот такая статистика у нас по ВИЧ-инфекции. Что касается мифов об антиретровирусной терапии, очень часто у нас пациенты вот задают эти вопросы, и мне хотелось бы сегодня их осветить. Что это за мифы? Первый миф. Чаще всего спрашивают или говорят, чем позже начать лечение ВИЧ-инфекцию, тем лучше. Пусть иммунитет сам поборется, терапия – это уже последний этап. Ну, это, конечно, не так. Раньше это было действительно так, до появления высокоактивной антиретровирусной терапии. Препараты могли вызвать проблемы со здоровьем, и чем дольше их принимал человек, тем эти проблемы были заметнее, например, изменение фигуры, отсутствовали данные о безопасности, длительности приема и о пользе раннего начала лечения. Но уже с 2012 года стало понятно, что терапия должна быть
назначена как можно раньше после выявления диагноза. Были проведены исследования, согласно которым смертность в группе тех, кто начал лечение при снижении иммунитета, была выше. Все последующие годы это получало подтверждение и вошло во все руководства мира как важная рекомендация. К тому же появились новые препараты. 3 причины не ждать, когда иммунитет совсем развалится. Да? Первое – это перезагрузка, да? То есть иммунная система способна некоторое время противостоять, а также вируса, однако при этом она испытывает большие перезагрузки ежедневно под действием ВИЧ, гибнет большое количество CD4 клеток. Организм вынужден вырабатывать и обучать новые клетки. Истощаются костный мозг и лимфоузлы. И потом восстановление происходит намного сложнее или происходит не полностью. То есть истощается иммунная система и костный мозг, если вы будете длительное время ждать и не принимать лекарственные препараты. Дальше возникает второе, это системное воспаление. При ВИЧ-инфекции развивается системное воспаление, от которого сильнее всего страдают сосуды. Именно поэтому позднее начало лечения приводит к преждевременному старению и более раннему появлению проблем со здоровьем. И третье. Чем позже начато лечение, тем больше спящих клеток, содержащих ВИЧ, накапливается в организме. А проблема с полным излечением ВИЧ-инфекции именно в резервуарах. И чем их меньше, тем ближе победа. Да? То есть вот эти причины. Второй миф. Иммунитет можно восстановить и без терапии. Это здоровый образ жизни, нам говорят, молитва, медитация, применение иммуностимуляторов. Давайте представим такую ситуацию. Например, в парк пришли хулиганы и крушат все на своем пути. Вырывают кусты, пишут на лавочках матерные слова, бьют прохожих. А мы продолжаем сажать и выращивать кусты, и красить лавочки, закрашивать матерные слова. Конечно, это нелепо. Или все же вызовем полицию. Вот в этом случае ВИЧ, пока мы не повлияем на сам вирус, все усилия будут нелепы и недостаточны. При приеме иммуностимуляторов даже вредны. Значит, важно понимать, что антиретровирусная терапия не восстанавливает иммунитет, а она блокирует размножение вируса. А именно в предыдущих тоже вебинарах я говорила о том, что вирус, он воздействует на ферменты вируса. Иммунные клетки перестают погибать. Иммунная система восстанавливается самостоятельно, и лучше она это делает, если еще не истощена. Скорость восстановления иммунного статуса у тех, кто начал терапию поздно, намного ниже, чем у тех, кто рано стартовал, то есть ранее начала терапию. Теперь, что касается иммуностимуляторов. Что делают иммуностимуляторы? Они заставляют иммунную систему отдать те иммунные клетки, которые были отложены на случай болезни. В кровотоке оказывается большое число таких клеток, в них тут же попадает ВИЧ и размножается еще быстрее. И какой итог? Запасы истощены, и организм безоружен перед болезнями, и ВИЧ стало еще больше. Что касается здорового образа жизни, медитации, молитвы, эти способы, возможно, помогут восстановлению иммунной системы быстрее, но без приема терапии они бессильны. Поэтому обязательно сочетаем здоровый образ жизни с приемом антиретровирусной терапии. Миф номер 3. Терапия – это химия. Она убивает печень и иммунитет, а во время беременности химию получает ребенок. Самое большое опасение связано именно с возможной токсичностью терапии. И это не случайно. Первые препараты для лечения ВИЧ-инфекции были не так хороши, как нынешние. При этом они проходили ускоренную регистрацию, и некоторые дозы были намного выше, чем безопасные. Сейчас все изменилось. Давайте разбираться по порядку. Значит, печень. Да, огромное количество препаратов может повредить нашей печени. Но есть и хорошая новость. По результатам биохимического анализа крови легко узнать, страдает печень или нет.
Достаточно всего двух показателей. Каких? Это аланин-аминотрансфераза, АЛТ, показывает скорость разрушения клеток печени. Или гамма-глутамин-трансфераза, ГГТ, отображает внутрипеченочный застой и отек. Если эти показатели в норме, то и печень, значит, в порядке. То есть человек может сдать биохимический анализ и посмотреть, как у него среагировала печень на прием препаратов. А если не в норме, тогда нужно оценить свое питание, употребление алкоголя и биологически активных добавок или каких-то еще дополнительных веществ, которые вы принимаете. Сдать анализы на вирусные гепатиты. Они сами по себе вызывают повышение АЛТ. И в сочетании с терапией наиболее часто проблемы с печенью возникли у пациентов с сочетанием ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Так, например, АЛТ поднимается в 5 раз выше нормы у 26% пациентов с гепатитом С, получающих антиретровирусные препараты. Но сейчас гепатит С эффективно лечится. Да. Поэтому у нас очень часто наши ВИЧ-инфицированные, имеющие гепатиты, конечно, их тоже надо в сочетании лечить. Наши инфекционисты лечат и гепатиты В и С. Кроме того, необходимо обсудить с врачом, могла ли антиретровирусная терапия так повлиять. Если могла, то провести замену препарата. Препаратов сейчас очень много. Есть разные схемы первого уровня, второго уровня, и доктор обязательно под контролем биохимических анализов определит, какой вам препарат подходит и который не действует на печень и ваши, возможно, поврежденные органы под воздействием вирусных гепатитов. Нет никаких данных о том, что терапия убивает иммунитет. Многие путают лечение ВИЧ-инфекции с лечением онкологических заболеваний. Не надо путать, принципы разные. Разбирая предыдущий миф, мы запомнили, что терапия подавляет вирус, и иммунитет растет. Доказать это тоже легко. Смотрим на анализы и наблюдаем за ростом иммунных клеток. В предыдущих слайдах я тоже говорила, что обязательно под контролем вирусной нагрузки изучается нашими инфекционистами и иммунных клеток CD4, CD8. Клетки не растут, когда терапия была начата поздно, точнее, они растут слишком медленно. Когда терапия была начата очень рано, так как их количество даже не успело снизиться, то есть в этих случаях не растут. Продолжение мифа о том, что от терапии пострадает ребенок. Игра на страх от беременной женщины – это удар ниже пояса. И хорошо, что это опять миф. Для ребенка антиретровирусная терапия, принимаемая мама, безопасна. Препараты для беременных проходят особый контроль, все исходы беременности строго учитываются. Частота врожденных пороков у детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, принимающими терапию, не отличается от этого показателя у других детей. Такой вывод делают авторы в обстоятельном систематическом обзоре по сравнительной безопасности и эффективности перинатальной антиретровирусной терапии. Более подробно тоже по трехэтапной перинатальной профилактике мать-ребенок я говорила в предыдущих наших вебинарах. Миф 4. Все побочки надо терпеть, а побочки будут. Инструкцию читать как ужастик. Ответ на этот миф такой. Если раньше значимые побочные эффекты возникали часто и становились причиной замены схем, то сейчас это большая редкость. Почему же инструкция так пугает? Потому что антиретровирусные препараты прошли полноценное клиническое исследование, и в инструкцию вносится вся полученная информация, а ее очень много. Кстати, даже при приеме плацебо, пустышки, люди жалуются на возникновение побочных эффектов. Поэтому при проявлении первых жалоб врачи просят немного подождать. Чаще всего легкие побочные эффекты проходят самостоятельно через пару дней или недель. И если будут побочные эффекты длительное время, конечно, наши врачи произведут замену препаратов на более эффективные
по отношению к вашему здоровью. Миф номер 5. Возникают такие вопросы. Все будут спрашивать, что за таблетки я пью, потому что это систематическая терапия. Антиретровирусная терапия – это пожизненная терапия. В таком случае мы рекомендуем, чтобы меньше было вопросов, таблетки можно переложить в банки из-под витаминов или каких-то биологических активных добавок, которые сейчас очень многие применяют. И вы сможете спокойно принимать таблетки в присутствии других людей. Если есть такая проблема, то важно сказать об этом врачу. Ведь тогда желательная схема с приемом препаратов один раз в день, независимо от употребления пищи, чтобы было легче выбрать удобное время и сделать прием препаратов незаметным. То есть возможно даже прием препаратов один раз в день, да? То есть в соответствии с тем, что назначит вам врач. Миф номер 6. ВИЧ-инфекция излечима, просто фармакокомпаниям это невыгодно. Очень часто тоже задаваемый такой вопрос. Давайте разберемся. Объективные причины, почему ВИЧ-инфекция пока не может быть излечима. Основным препятствием является наличие резервуаров со спящими вирусом в долгоживущих лимфоцитах и в других клетках. То есть проникают в другие клетки, поражают, и там как бы находятся в спящем состоянии. На резервуары ВИЧ можно воздействовать двумя основными группами методов. Это препятствие попадания ВИЧ в клетки резервуары, это сверхраннее начало лечения до и постконтактная профилактика, только в первые 72 часа после контакта, то есть рискованного контакта, начать первые 72 часа. Ну вот стратегия «пни и убей», активизация размножения ВИЧ в клетках-резервуарах, согласно проведенным исследованиям, концентрация вируса падает на определенное время, концентрация вируса оставалась подавленной даже без помощи антиретровирусных препаратов. Но через некоторый период времени вирус снова начинал размножаться. То есть вот это вот попадание в депо, клетки депо, где длительное время хранится, это очень важно вот при лечении терапии. И говорить о том, что ВИЧ неизлечимо, это, конечно, вернее, что излечимо, это на сегодня неправильно, это миф. Ну и вот такая очень яркая картинка. Вот хотелось бы о мифах на этом закончить сегодня наш вебинар. Очень эта яркая картинка показывает то, что начинаем, вот, если начали антиретровирусную терапию там, с 96-го года, посмотрите, при продолжительной жизни была монотерапия, то есть применялся один антиретровирусный препарат, один препарат, монотерапия, да, и продолжительность в среднем была где-то 8 лет. И начиная с 2000 года мы говорим о том, что сейчас высокоактивная антиретровирусная терапия, или сокращенно ВАРТ, туда входят 3 препарата или тройная терапия на 3 фермента вируса – протеазу, ревертазу, интегразу. И продолжительность жизни, с учетом, что препараты постоянно улучшаются, изучаются, с учетом того, какое состояние у пациента, какое состояние, количество вирусной нагрузки, когда он заразился и так далее, чтобы не было меньше, то есть было наименьшее количество побочных эффектов. И посмотрите, какое количество продолжительной жизни у человека увеличилось значительно. То есть мы говорим, если начинать вовремя и раннее начало приема препаратов, когда в депо еще вирус не попал и не накопился там, то продолжительность может увеличиться, вот, как у обычного человека, то есть более 60 лет. Ну, я думаю, что я очень подробно вот о мифах рассказала. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, давайте посмотрим. Так, пока я никаких вопросов не вижу. Сейчас посмотрим, какие вопросы. Так.
Ну, смотрю, вот школы тут присутствуют, да, 36-я, 13-я, 33-я. Все, никаких вопросов не вижу. Тогда спасибо за внимание. До свидания. Возможно, до следующих встреч. Если возникнут какие-то новые интересные темы, мы можем по ВИЧ-инфекции также озвучить на вебинарах через Коми Республиканский институт развития образования.